В Северной Осетии до 2017 года из аварийного жилья должны переселить около 3000 человек. Об этом на выездном совещании сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Чиновник отметил, что проблем возникнуть не должно. Деньги на строительство есть. Мы обязаны выполнить программу переселения из аварийного жилья, которая запланирована на 2014 год. Корабль в хорошем смысле слова раскачали, но не для того, чтобы он нахлебался воды и пошел вперед. Средства бюджетные выделены, несмотря на все сложности, на все санкции. Ни одной копейки нам бюджет не срезал. В регионах средства тоже есть. Осталось только одно – жесткая требовательность за выполнением подрядчиками тех нормативных документов и сроков особенно. И второе, конечно, качество жилья. Претендовать на новые квартиры могут граждане, чьи дома признали аварийными до 1 января 2012 года. Это почти 100 семей. Для них планируют возвести 126 многоквартирных домов. Один из таких строящихся объектов чиновники посетили сегодня. Они заложили медную капсулу с посланием для потомков. Совсем скоро здесь появится еще один многоэтажный дом. В него планируют заселить людей, чье жилье признали аварийным. 120 квартир. Именно столько планируют построить. Ровно через год сюда заселят 116 семей. К строительству нового жилья приступят уже на новой неделе. Средства выделены из федерального и местного бюджетов. Кроме этого, администрация Владикавказа взяла на себя расходы по благоустройству территории. Мы собираемся потом смонтировать вот именно этот блок, в который у нас была заложена капсула, цоколь заложенного дома, на котором будет в дальнейшем табличка. И впоследствии наши поколения, может быть, смогут, когда этот дом уже придет в негодность, через много-много лет, я думаю, не раньше, чем через 100 лет, вытащить эту капсулу и почитать наше послание. Программа по переселению из аварийного жилья должна быть выполнена на 100%. За просрочку исполнения майских указов штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В правительстве Северной Осетии уверили, что работы будут выполнены в срок. Елена Черенкова, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.